Mehmet Efendi, как журналист журналисту, вы начали как в национальном движении, как журналист. Я втянулся в общественные дела следующим образом. Моя дочка, школьница первого класса, пошла в школу, и я ее спросил: Диляра, значит, не обижают ли тебя? Он говорит: нет, но чувствую, что-то не то. Говорю: что-то, может быть, что-нибудь, что не обзывают ли? Да, иногда говорят. Как? Иностранка. Я говорю: как иностранка? Что, татарка говорят? Да, татарка. Я уже несколько мероприятий посетил общественных. Я говорю: ладно, пойдем со мной. И на следующее мероприятие татарское я пригласил Мухлиса Хамзиевна Зарипова, лидер нашего татарского движения, пригласила в Шереметьевский дворец, уже красиво. А там было мероприятие, татарские песни. А внучка Мусы Джалиля, значит, она актриса театра юного зрителя, читала стихи на татарском языке, моабитскую тетрадь, проникновенно, все красиво. Я показываю: вот татары, вот язык, культура. И как рукой сняло. Как рукой сняло. И вот благодарность, я стал как бизнес поддерживать татарское движение. Сначала просто культурные мероприятия. Мы с другом Джамилем, значит, мы будем культуру поддерживать. И выступления учащихся консерватории просто вот приглашали. У нас были люди, за которыми мы как бы тянулись. Сара Зимна Мельшакова, значит, профессор консерватории, кафедры пения. Она находила татар или татарскими корнями, давала им ноты, они, читая, с ними занимаясь, потом приглашала на наши татарские мероприятия. А русские тоже, она же с ними занималась. Она, значит, они пентатоника, другое понимание, обогащение, с ними занимаются, они рады. А нам консерваторские голоса, музыка. И вот так вот мы вот полномерно входили в татарское движение. И вот благодаря этому сейчас дочери у меня, значит, Сабантуй пошли на мероприятия, пошли, как бы вот это благодаря этому. Поэтому как я оказался в этом газете, татарской газете. Значит, с трудом выходила газета «Нур Свет». Значит, там раз в полгода. Занималась пожилая женщина Альфинур Шарафуддиновна. Но в 90-е годы Мухлиса Хамзиевна как раз, они между собой делили общественную деятельность. Сказали: о, ты журналистка, значит, давай, делай. Ну, а как она делала? Ну, я литмо. Значит, она набирала статью, то есть, ну, как бы печатала на машинке, считала количество знаков, а потом, зная, каким тиглем будут вот эти буковки, значит, сколько поместится, вот так вот формировала статьи, разбрасывая по газете. Колоссальный труд. Сейчас есть вычислительная техника. Я говорю: давайте, Альфина, на курсы. Она походила, научилась только включать. Я, видя такое дело, говорю: давайте вот я попробую. Мы сели и быстренько так вот пошло. Год мы так вот. Потом я говорю: ну что, я все делаю, давайте я буду делать. И вот так вот я стал делать. Но я когда учился в Ташкенте, значит, я в Ташкенте заканчивал школу с золотой медалью, тогда мы учили узбекский язык. Узбекский язык близок. То есть грамматика, притяжательные суффиксы, все это я знаю. И я учил. Значит, и поэтому, значит, я это все могу поставить. И вот таким образом мы статьи и на татарском, и на русском я понимал, что необходимо. Но, приезжая в Казань, я договорился с Татмедиа, электронная газета, то есть я всех знал.
И мы взаимодействовали, и так как мы общественники, то мы бесплатно брали материалы, но спасибо Конгрессу, там мы познакомились и с прибалтийскими татарами, и с польскими татарами, ну, включая Австралию, значит, Германия. И взаимодействие, потому что надо преподносить материал не только вот в Санкт-Петербурге на тот момент, но и о жизни татар в других регионах. И вот, беря оттуда статьи, я размещал в газете. И навострился настолько, что у меня минимум времени, я же бизнесом еще занимался, значит, минимум времени уходило на подбор материалов, потом верстку. Еще и девушка хорошая в газетном комплексе, где мы печатались, позволяла вот быстро формировать. Значит, это тоже проблема. Значит, и здесь вот мое то есть вычислительная техника, как бы ритмо сказывалось, образование. И тогда получалось, раз в месяц выходил. И вот в течение 6 лет вот так мы работали. Но потом преодолеть рекламный интерес бизнеса, начиная, мы 1000 экземпляров выдавали, значит, бесплатно. Ну, бизнес не позволял. Но мы включили распространение. Каждый подписавшийся получал бесплатно газету домой по адресу. Так было. Потому что собирать это деньги тяжело. Это надо отдельного человека, и надо заинтересовывать всю организацию системную, тяжело. Поэтому легче было заплатить. Вот. Ни много ни мало. Вот мы 2 года так делали. Почта России захватила монополию. И что вы думаете? Я платил 2,02, 2,12, а Почта России 5,50. Я сказал, ребят, а мне газета выходила 8 рублей. Ну, по тем временам. Значит, я говорю, я не буду. И вот так это все рухнуло. Печатное слово интересное, как твердая копия. Мероприятие, это. И вот на такой дайджест мы готовы, в принципе, на то, чтобы раз в квартал нет, а вот в полгода к Сабантую и к концу года. Вот такой вот дайджест мероприятий, всего, интереса печатать. Потому что все-таки интернет оказался более продуктивным. Да. В нынешних условиях средства массовой информации переродились за эти 20 лет, пока мы в этом деле успели. Вот ваше отношение, давно ли знаете штаб-татар Москвы? Как у вас сотрудничество? Мне очень всегда был примечателен опыт Москвы. У нас был краткий 3-летний период, когда у нас было помещение на Антоненко. А татары Москвы, дома Садулаева, я там был несколько раз, видел вот одомашненность. И мне это импонировало, потому что постоянство места и времени проведения каких-то мероприятий. Ну, мы потеряли. То есть вот общение, не общение, а вот помещение. И вот все это. Вот. Ну и как обычно бывает, внутри татар одни сюда, другие туда, и это тоже у нас это не обошло. Я пытался как газета удерживать бизнес и общественность, но пришли люди, которым проведение Сабантуя было более интересно с финансовой стороны. Не получилось удержать. Вот. Поэтому слово прислушиваются до сих пор, как бы то, что вот мы могли бы быть полезны общественности, понимание есть. Но тяжело. 2 раза в одну и ту же воду не войти, но мы создали так называемый Питер-Татар. Я, значит, портал, я только помогал в методическом понимании, а молодой Равиль Закиров, Ремзиль Валеев поддержал. Мы с ним давно. Зария там сейчас? Да, Зария. Вот я вот мне, когда Зария пришла,
значит, стало легче выпускать статьи на татарском языке. И мы стали двухязычным. И вот тесно сотрудничали. Вот. У нее знание языка, красивый татарский язык. Надо сохранять свою идентичность. Не разбрасываться, как многие там производят татары крымские, наоборот, консолидироваться, собираться, объединяться. Мы понимаем, что религия, дин, это только краеугольный камень в душе татар. Татары не были никогда фундаменталистами. А их объединение на религиозной основе не столь уверенное. Да, в душе верят, но при рождении свадьба, похороны. Остальное, то есть в мыслях это бытовая религиозность. То есть домашняя религия. Хоть я и происхожу как бы... Но иман-то должна быть, иман. Иман должно быть, да. Но фундаментальность не черта татар. Ну, просто присущие качества. Язык, религия, иман, Да. эдеп, нравственность. Нравственность, да. Желание знать, изучать. Это вот присуще татарам. Высшее образование, получение образования. Не сохранять, не идти на рынок и там торговать, а учиться быть, не казаться, а быть. Это вот присуще татарам.